Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Арслан Мударисов, и сегодня в программе. Пока на высоком уровне Башар Асад встречается с Владимиром Путиным, в России началась зачистка территорий. Кто-то сотни человек, арестованные в течение суток. Спустя неделю и шквал скандала, наконец возбуждено уголовное дело о смерти таджикского младенца в Санкт-Петербурге. Не смотрел фильм «Джентльмен удачи»? Поздравляю, ты игиловец. Или за что российская газета «Культура» всех мигрантов записала в террористы. Фейс-контроль по-узбекски. Чем властям не угодили белые тюбетейки в мечети? Накануне вечером в Москву без предварительного объявления приезда впервые с начала гражданской войны в Сирии совершил зарубежный визит Башар Асад. Это то, что известно точно. Дальше показания сторон разнятся. На сайте Кремля, то есть со слов Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, переговоры прошли как в расширенном, так и в узком составе. Однако сирийский посол отметил, что Башар Асад провел переговоры только со своим российской коллегой Владимиром Путиным, и поездка носила краткосрочный характер. Дальше вроде бы все понятно. Единственной темой на этой встрече, конечно же, был вопрос борьбы с терроризмом. Российский президент заверил, что действия мирового терроризма вызывают беспокойство у Москвы, отметив, что на территории Сирии против правительственных войск воюют не менее 4000 выходцев из республик бывшего СССР. К сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Их насчитывается около 4000 как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. Что значит этот краткосрочный визит? Для чего Башар Асад буквально на несколько часов прилетел в Москву? Ведь по сути все можно было обсудить и по телефону. В чем скрытые послания визита, рассказывает интервью журналиста и политолога Аркадия Дубнова. Визит имеет достаточно важное, я бы сказал, демонстративно-пропагандистское значение. Мы привезли в Москву Асада, показали его миру как живого, дееспособного президента, я не хочу сказать лидера, а именно, так сказать, фигуру, который может быть показан как некий партнер по нашей деятельности в Сирии. То есть вот лично мы ему помогаем. Смотрите, он живой, разговаривает, выглядит вполне вменяемым и адекватным человеком. Кроме того, было важно показать Асаду ту группу людей, которые фактически ответственно работают на сирийском направлении. Это секретарь Совета Безопасности Патрушев, министр обороны Шойгу, глава службы внешней разведки Просков, разумеется, министр иностранных дел Лавров. То есть вот он знал, может, лицо только одного Лаврова, теперь он знает всех людей, которые вот работают в его поддержку. И кроме того, вы говорите, по телефону можно было все обговорить. Не думаю. Среди бесед, которые были вчера с Путиным, это, видимо, в Новоогарево происходила вся беседа, могла быть встреча один на один, приватная, естественно, с переводчиками, которые могли обговаривать очень деликатные вопросы. К примеру, вопрос о гарантиях лично Асаду, возможно, его семье и близкому окружению в случае его ухода с поста. И всякие другие деликатные моменты, связанные с каким-то урегулированием поствоенным, если оно вообще состоится. Но такие вопросы по телефону иногда обсуждать сложно. Мы знаем, что враг подслушивает. И кроме того, есть какие-то вещи, демонстративно очень важные для Путина. Вот он влияние своего на Асада продемонстрировал, оно личное, и он может этим влиянием, что называется, использовать как аргументом при общении, например, с Бараком Обамой. Впрочем, слова Владимира Путина о недопустимости появления в России экстремистов и террористов разных мастей уже начали исполняться на местах. Накануне в Подмосковье было задержано около сотни человек. Всех из них подозревают в членстве в запрещенной группировке Хизбут Тахрир. Большая часть задержанных – мигранты.
По официальной версии была получена оперативная информация о том, что на территории Московского региона действует законспирированная ячейка Хизб ут-Тахрир. Спецмероприятия проводились по 24 адресам, проведены обыски, изъяты банковские карты, материалы экстремистского содержания, также другой запрещенной литературы, которая пропагандирует изменение конституционного строя РФ и создание всемирного халифата. По словам представителя МВД, участники ячейки занимались вербовкой новых адептов среди мусульман, распространяли запрещенную религиозную литературу, осуществляли сбор денежных средств, в том числе для оказания помощи боевикам. Всех задержанных доставили в отделы полиции в столичном регионе для проверки на причастность к Хизб ут-Тахрир. Как минимум 20 предполагаемых участников Хизб ут-Тахрир аль-Ислами подозревается в том, что создали структурные подразделения организации в России. Все они, как сообщают российские СМИ, выходцы из Центральной Азии. На данный момент суд выдал ордеры на арест 3 подозреваемых. Это гражданин Таджикистана Сухроб Иронов, а также Абиджон Джурабаев и Абдукаюм Масхудов, чье гражданство пока не раскрывается силовыми структурами. Далее коротко о ключевых событиях Центральной Азии. Талибы захватили главу полиции афганской провинции и еще 12 полицейских в районе Фарьяб на границе с Туркменистаном, передает Кхама Пресс. Ущерб, который нанесла Афганистану война и борьба с экстремизмом в 2014 году, составил 9 миллиардов 91 миллион долларов. Эта сумма на 13% превышает национальный бюджет Афганистана и эквивалента 44% ВВП страны, говорится в обнародованном 19 октября докладе афганской неправительственной организации Equality for Peace and Democracy, который был подготовлен совместно с Институтом мира США. Таким образом, ежедневные потери в результате борьбы с антиправительственными вооруженными группировками в минувшем году составили почти 25 миллионов долларов, передает Толо Ньюс. Таджикский милиционер застрелил 2 своих коллег. Инцидент произошел на территории кишлака Ходжа-Ало, города Исфара, расположенном на границе Таджикистана с Кыргызстаном. Конфликт возник на бытовой почве. Бишкекский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева посетит 25 октября с гастролями Душанбе, сообщает Министерство культуры Таджикистана. Кыргызские кукольники покажут в Государственном театре кукол Лухтак постановку спектакля под названием «Егорка-фантазер». Российская газета «Культура», которая позиционирует себя как издание, отображающее духовное пространство русской Евразии, опубликовала статью Егора Холмогорова под названием «ИГИЛ против доцента». Нет, не человека с таким научным званием, а, конечно, персонажа известного фильма «Джентльмены удачи». Недавно, как известно, резонирующая история с памятником Евгению Леонову произошла в Москве. 7 узбекистанцев в центре Москвы похитили городскую скульптуру из бронзы, памятник народному артисту СССР Евгению Леонову, который был запечатлен в образе персонажа-доцента из комедии «Джентльмены удачи». Оказалось, что мигранты не знали ни кто такой Леонов, ни что это за комедия. Они просто украли памятник и сдали его на металлолом, выручив за него около 40 тысяч рублей. Перед этим скульптуру порезали. Так вот, российский журналист на основании того, что мигранты не смотрели легендарного фильма, а также собрав все факты преступлений из криминальной сводки, где так или иначе участвовали мигранты, сделал следующий вывод. Нас не отделяет от нашествия не только физическая стена, как, к примеру, США от Мексики. Нет, у нас даже юридической защиты в виде визового режима. Дискуссия о необходимости ведения такового со странами Средней Азии как-то ушла на задний план за время, пока все внимание было приковано к Украине. Но проблема никуда не делась, напротив, она стала острее. Текущий кризис выражается в сокращении рабочих мест, задержке зарплат и росте криминала. Засилие мигрантов и без того экономически необоснованное и социально опасное превратилось и вовсе в абсурд. Они либо выдавливают граждан России с работы, либо сами сидят озлобленными без дела, превращаясь в перманентную криминальную и террористическую угрозу. А далее, как говорится, Остапа понесло, и вот он уже сравнивает похищение памятника Леонова с уничтожением исламским государством античных памятников Древней Пальмиры. Хорошо, хоть не вспомнил захват Рима варварами, с него бы сталось. Вот только журналист забыл следующие факты. Мигранты, конечно, украли памятник, но вот приняли его в цветмете отнюдь не иностранцы, а россияне, которые даже узнали, чью скульптуру принимали. Только им было плевать, барыши важнее. Во-вторых, интересно, знает ли журналист о том, что та самая сцена драки в тюрьме доцента снималась
оказалась в Катаргунском СИЗО Самаркандской области Узбекистана, хотя это, конечно, лирика. В-третьих, если уж так ратовать за русскую культуру, то свое мнение по этому поводу высказал и режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, который отметил, цитирую: «Это памятник позорным 90-м годам. Это из всей фильмографии потрясающего артиста выбрали вот этого распальцованного придурка, плохо сыгранного. Это такая дешевка была, меня это всегда раздражало». А вот что более интересно в этой истории, почему в российском обществе существует такая острая неприязнь к мигрантам? Если учесть отсутствие перспектив выхода из кризиса в центральноазиатских государствах, то число мигрантов неуклонно будет расти. Можно ли в таком случае сказать, что также будет нарастать неприязнь по отношению к приезжим? Или же это единичные случаи? Какие внутренние проблемы России заставляют жителей с неприязнью относиться к приезжим? И есть ли выход из подобной ситуации? Интервью профессора Санкт-Петербургского университета, этнолога и эксперта по миграции Сергея Абашина. Мы вот в экономический кризис последний год наблюдаем снижение числа мигрантов, а не увеличение. Поэтому это такой процесс миграции, и в том числе трудовой миграции, и иммиграции. Процесс как бы неоднонаправленный, он имеет свою цикличность, свои спады, подъемы. Поэтому вот так сказать, что миграция будет только нарастать, пока таких нет оснований, скорее мы имеем даже вот факт, что она снизится. Но в любом случае миграция остается достаточно высокой, даже с учетом этого снижения. И да, естественно, что приезд большого количества людей на новые места, где уже люди живут и где как-то привыкли установить какие-то свои привычки, всегда вызывает какую-то такую бытовые сложности, бытовые какие-то неприязни, и даже, может быть, конфликты какие-то и так далее. Но я бы не преувеличивал значение вот такой повседневной конфликтности. Мне кажется, что вот та ксенофобия, которую мы фиксируем, это неприязнь к миграции, которую мы фиксируем, вот говоря о ней, она во многом, она, конечно, имеет, как я сказал, какую-то такую основу, но она во многом провоцируется еще политиками, представителями таких вот крайних идеологий, которые раскручивают вот тему миграции и мигрантов, берут какой-то случай, допустим, какого-то преступления и, так сказать, показывают его как некое такое типичное явление, да, и тем самым как бы повышая у населения неприязнь к мигрантам. А вот другая новость, которая по сути гораздо важнее предыдущей, только вот внимание ей было уделено несравненно меньше предыдущей. Речь идет о смерти 5-месячного младенца из Таджикистана. Наконец, после весьма продолжительного молчания стало известно, что уголовное дело все-таки возбудили. Вот только против кого, опять не ясно. Ребенок скончался еще 14 октября, но уголовное дело было возбуждено только спустя неделю, 20-го. И то только после того, как были привлечены дипломатические структуры, написаны ноты, задействован Павел Астахов. Сейчас известно, что следователями Следственного комитета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Однако до сих пор неизвестно, кто именно и какие службы будут привлечены к ответственности за случившееся. Сотрудники полиции, Центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, или полицейские, из-за халатности которых умер Умар Али Назаров. Сложно представить, чтобы где-нибудь, скажем, в Чехии или Румынии христиан заставляли снимать перед входом в церковь нательные крестики. Однако в Узбекистане, в принципе, в мусульманской стране, местные власти умудрились запретить верующим входить в мечеть не только в чуждой, на их взгляд, одежде арабского покроя, но даже и в белых тюбетейках. Во время пятничной молитвы на Мангане узбекские силовики устроили своеобразный фейс-контроль. По данным Азадлик, верующих на входе встречали сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют паспорта, и если входящий несовершеннолетний, его не пускают на молитву, отправляя домой. Также силовики смотрят на одежду молящегося. Ни в коем случае не допускается мужчины в яхтаках, длинных белых мужских платьях. Таких сразу отправляют вон из мечети. С пришедших же в белых тюбетейках требуют их снятия, объясняя это законом, где запрещено в общественных местах появляться в культовых одеяниях. Не совсем ясно, что будет, если в тюбетейке будет ходить, например, христианин-турист, который ислам не принимал, но решил попробовать новый вид защиты от солнца. Кстати говоря, местные настоятели мечети говорят, что в тюбетейках в мечеть все-таки можно, но только не в белых, а в узбекских.
Зато уголовное дело скоро завели на правозащитника из Ангрена Дмитрия Тихонова. Месяц назад Дмитрия, когда он мониторил незаконное привлечение бюджетников на поля, забрали в отдел милиции и избили доблестные стражи порядка. Затем они же организовали слежку за ним. Видео и фото подтверждения этому есть, бросив на это дело как минимум 3 сотрудников и 2 авто. Теперь же и вовсе оказывается, что на правозащитника возбуждено некое дело. Но что это за статья, уголовная она или административная, ему не сообщают. Подробности от самого Дмитрия Тихонова. На прошлой неделе, да, я написал заявление и передал его своему адвокату, чтобы она съездила вот в Ангрен, в ГУВД, и, так сказать, передала мое заявление по поводу моего незаконного задержания 20 сентября и того, что во время этого задержания меня избили стопкой бумаги, пачкой бумаг. И когда адвокат встретилась с одним из руководящих работников милиции города Ангрена, ей сообщили, что в отношении меня заведено дело. На тот момент, какое это было дело, было неизвестно. То есть сотрудник милиции не сообщил, административное это дело или уголовное. Какая статья, тоже осталось неизвестно. Он сослался на того сотрудника милиции, который ведет это дело. Вот. На следующий день пообещали, что с делом можно будет ознакомиться. Но оказалось, что сотрудник милиции, который ведет мое дело, на хлопке и должен приехать только вот 20 октября. Но каким-то чудным образом он приехал не 20 октября, а в понедельник, 19-го, и позвонил адвокату, моему адвокату, и попросил, чтобы вчера, 20 числа, она вместе со мной приехала в ангренскую милицию для ознакомления с материалами дела. И в этот же самый день должен был состояться суд, то есть вчера. Вот. Но нам было неизвестно, что это за дело, поэтому адвокат попросила меня не ездить, а предложила поехать самой и сначала выяснить все обстоятельства. Вчера она приехала в Ангрен, в милицию, увиделась с сотрудником милиции, который ведет мое дело. Изначально он дал ей мое дело для ознакомления. Выяснилось, что, оказывается, возбуждено дело административное по 183 статье за мелкое хулиганство. Вот. Но когда адвокат попыталась сделать копию с этого дела, милиционер воспрепятствовал этому и объяснил тем, что копии можно делать, можно решение начальника милиции города Ангрен. Адвокат, естественно, заявил о том, что ее права нарушаются, она имеет полное право делать копии без разрешения сотрудника милиции. Законодательно прописано разрешение делать копии любым доступным способом, но на это никак в Ангрене не отреагировали и сделать копии не разрешили. И более того, забрали дело и ознакомиться не дали. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.